Ассаламу алейкум. Добрый день, дорогие земляки. Сегодня чуть-чуть в другом формате мы решили провести мероприятие, которое мы проводим уже последние 5 лет. Ежегодный отчет главы перед жителями Хунзасского района о проделанной работе за 23 год и о планах на 24 и до 29 года. В этом году мы решили приобщить сегодняшний отчет, плюс в каждом населенном пункте будем проводить такие же мероприятия с присутствием главных врачей и руководителей электрических сетей, если нужно будет других специалистов, чтобы можно было задавать вопросы, любой вопрос, который интересует наших жителей, чтобы людям была возможность задавать и решить вопросы на уровне нашего района. Вопросов, я думаю, что и не только вопросы бывают, и бывают проблемные вопросы, которых нужно решать не сегодняшним днем, завтрашним днем или послезавтра, в следующем году, которых нужно озвучивать сегодня, чтобы мы знали, какие есть проблемы и какие есть вопросы. За прошедшие 5 лет мы приблизительно информацию о проделанной работе поставим на сайт о 5-летней работе. Сейчас основные вопросы, вот почему мы сегодня пригласили и руководителя центральной больницы, и руководителя электрических сетей, Центра социального обеспечения населения. Сегодня уделяется особое внимание и участникам специальной военной операции, и всем воинам-интернационалистам, и всем участникам боевых действий, без разницы, кто где принимал участие. Уделяется особое внимание и в Республике Дагестан, и в Хунзасском районе, и по всей России. До начала отчета, чтобы каждый раз не повторяться, хочу выразить благодарность руководству республики, Сергею Алимовичу Меликову, председателю правительства Абдулмуслиму Мухиддиновичу, которые поддержали нас в такой тяжелый год, 23-й год. Все знают, какой был тяжелый. Все программы, которые нам было запланировано, все мы добились, ввели в эксплуатацию. Все строительные объекты были завершены. Огромное спасибо Владимиру Владимировичу Путину, который 23-й год путем объявления годом Расула Гамзатова прославил наш Хунзасский район практически на весь мир. Я думаю, что такого шанса у нас больше не будет. Мы хотя бы один раз за 100 лет прославились и во всем мире узнали про Хунзасский район и про Расула Гамзатова. В 23 году почти все 30 показателей социально-экономического развития муниципального района выполнены, имеется динамика для их роста. Основная проблема, основная задача у нас бывает выполнение налогового потенциала. Налоговый потенциал мы выполнили в 2023 году на 102,9%. Это означает, что практически показатели, которые поставили мы перед собой, все мы выполнили. Есть отрицательные вопросы. Земельный налог мы выполнили минус 131%, и имущественный налог выполнили минус 119%. Хочу сказать, что вот эти оба налога, которые идут автоматически в бюджет сельских поселений. Эти те деньги, которые мы должны были потратить на жителей населенных пунктов. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного среднегодового работника без учета субъектов малого и среднего предпринимательства составили 35 950 рублей. По сравнению с прошлым годом 33 744 рубля увеличение составило 6,5%. А среднемесячный доход на душу населения увеличение на 3,5%. Это хороший показатель. Я думаю, что благосостояние наших жителей улучшается с каждым годом. Численность зарегистрировавших свою деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 480 единиц. В том числе индивидуальных предпринимателей увеличилось от 298 до 475 человек зарегистрированных. Основная задача у нас увеличение доходной части, и без увеличения доходной базы местного бюджета невозможно выполнять какие-либо задачи социально-экономического развития района. Необходимо привлекать в
небюджетные дополнительные средства на нужды района путем участия в федеральных, республиканских программах в рамках софинансирования и привлечения частных инвестиций. Это что означает? Любое мероприятие, в котором мы участвуем, мы должны проводить софинансирование. Есть очень много программ в республике, в которых наши главы уже практически научились. Почти все главы принимали участие, кого-то прошло, кого-то не прошло. Я думаю, что не нужно оставлять. Если в этом году не прошло, они пройдут в следующем году. Через год пройдут. Хочу привести пример. Амиштинский глава Магомед 1 год участвовал, 2 года участвовал, хотел парк построить, но в конце концов в 3-м году посчастливилось и построили парк по программе местной инициативы у нас в селении Амишта в 2022 году. Если вот так участвовать каждый год, я думаю, что мы добьемся результатов. Мы добьемся тех результатов, которые мы поставили перед собой, и чтобы наши жители жили в тех условиях, в которых живут другие жители республики. Но в то же время в экономическом вопросе, наверное, необходимо отметить, что создаются все условия для увеличения поступления налогов в бюджет района, бюджет республики. Создана вся инфраструктура для развития туризма. Туризм, что означает туризм? Если туризм развивается, должно быть увеличение предпринимателей. Количество предпринимателей должно было увеличиваться в разы. Поступление налогов должно было увеличиваться в несколько раз. Но почему-то наши жители пока не совсем готовы, видимо, этому. Это хорошо, что почти на 170-180 человек больше зарегистрировались, но я думаю, что потенциал у нас очень большой потенциал. И людей, которые готовы регистрироваться, которые будут платить налоги, я думаю, мы потихоньку к этому, наверное, придем. И в 2024 году, я думаю, один из главных приоритетов у нас будет увеличение доходной части бюджета нашего района. Это те деньги, на которые мы строим, на которые мы возводим другие объекты, ремонтируем школы, садики. Это те деньги, которые платятся нашими налогоплательщиками. Если они им не платят, у нас нет бюджета своего, чтобы мы могли дополнительно что строить. 2023 год стал для нас очень большим таким испытательным годом по линии строительства тоже, чтобы вы знали, вот на слайдах сейчас будут показываться объекты, которые мы в 2023 году отремонтировали, построили, ввели в эксплуатацию поэтапно, которые закончились. Я думаю, что практически все, наверное, их знают, но тем не менее несколько фактов нужно озвучивать. В 2023 году по программе, республиканской инвестиционной программе, провели реконструкцию и благоустройство территории мемориального комплекса «Белые журавли». Все, наверное, помнят, все, наверное, знают, сколько работы было сделано, что было сделано, в каком состоянии был мемориальный комплекс и в каком состоянии он сегодня. Также в 2023 году построили и ввели в эксплуатацию, завершили строительство школы селения Арани имени Расула Гамзатова. Очень много разговоров было, очень много нареканий было, претензий было. Да, школа огромная, объект очень большой. Я думаю, что сегодня все эти нарекания, все эти вопросы уже сняты. Школа работает полноценно, вплоть до того, что купили суперсовременный генератор, которого в районе еще такого не было, который может обеспечить полсела, если будет такая необходимость. Не только эту школу может обеспечить, и половину населенного пункта может обеспечить. Дети наши обеспечены всем в этой школе-интернат. Все условия для них созданы. Есть и для занятия спортом, пищеблоки хорошие, общежития хорошие, классные помещения хорошие, инвентарь, учебные пособия. Все у нас есть в этой школе. Я думаю, что родители оценят состояние этой школы. В ближайшее время, не знаю, пока что-то нету, никаких нареканий пока, по крайней мере, нету. Также по республиканской инвестиционной программе завершили строительство школы селения Обуда на 150 ученических мест.
По программе, республиканской инвестиционной программе завершено внутрипоселковые газопроводы и газифицированные населенные пункты в селении Гонох, Байт, Чондот, Шотуда, Сиво, Гацалох и Бута. 43 километра, все внутрипоселковые газопроводы подключены. Люди сейчас в этих населенных пунктах уже практически все получают газ. По программе «Мой Дагестан, мои дороги», безопасные и качественные дороги, отремонтирована и асфальтирована автомобильная дорога селение Тлайлух, Цельмес. Полностью завершено асфальтирование, и люди пользуются этой дорогой. По программе муниципального района Хунзарский район завершены работы по асфальтированию улицы Шамхалова, селение Танусей, асфальтированной улицы Расула Гамзатова, селение Обода. И в селении Хунзах отремонтировано очень много улиц. Мы не стали сейчас развивать по улицам. Это все жители знают, сколько работы было сделано по дорогам селения Хунзах. И также в каждом населенном пункте все муниципальные образования, сельские поселения, которые у нас есть, все ремонтируются дороги, несмотря ни на что. Есть какие-то вопросы, которые мы сегодня можем капитально ремонтировать, есть другие дороги, которые мы пока ремонтируем просто без твердого покрытия. По программе «Комфортная городская среда», благоустроен парк Победы в селении Хунзах, завершен первый этап. Второй этап будет в этом году. Модернизация школьных систем образования в Республике Дагестан, капитально отремонтирована Касская УОШ. Все работы завершены, все оборудование запущено, дети занимаются в этой школе. Я думаю, что если есть какие-то вопросы, здесь есть руководители, которые могут сказать, что хватает, что не хватает. Проекту модернизации первичного звена здравоохранения завершены строительство ФАПов в селении Цада и селении Заеб. Я думаю, что буквально через неделю-две мы проведем открытие, могут принять участие. Это первые модульные ФАПы, которые поставили у нас на территории нашего района. Думаю, что в дальнейшем такие ФАПы мы будем открывать и в других населенных пунктах нашего района. Проведен капитальный ремонт за счет федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура». Ремонт Дворца культуры имени Шарудина Шамхалова и капитальный ремонт межпоселенской централизованной библиотеки в селении Хунзах. Эта библиотека и на сегодняшний день является единственной в Нагорном Дагестане. Можете пойти сегодня всем. Я думаю, что будут рады библиотекари, как красиво сделана и хорошо сделана библиотека. Асфальтирование дороги от трассы до памятника в селении Цада проведено. Реконструкция автомобильной дороги Арани-Заеб, Хунзах 3-9 километр завершено. Ремонт автомобильной дороги Арани-Хунзах-Заеб 9-17 километр уже завершено. Реконструкция автодороги Амиштан-Матлас идет о реконструкции. Я думаю, что в 2024-2025 году реконструкция завершится, но есть некоторые вопросы, которые не всегда люди хотят терпеть 1 год, 2 года какие-то неудобства, когда последние 15 лет они мечтали, 20 лет мечтали о асфальтировании этой дороги, а сегодня 1-2 года люди не могут, не имеют терпения выдержать 2 года, пока закончится это асфальтирование. Сколько жалоб, сколько проблем они создают и строителям, и нам, лишь бы эту дорогу не построили из-за сиюминутной выгоды, которую не получают 1-2 человека в некоторых населенных пунктах. Когда личные выгоды, когда стоят над нашим благополучием нашего района. Это, конечно, проблемы, которые у нас имеются. Капитальный ремонт автомобильной дороги Обуда, Гордколо, Гозоло-Коло завершили. Капитальный ремонт подъезда к селению Хариколо в этом году, я думаю, завершится. Реконструкция автомобильной дороги Грозный-Ботлер, Хунзах, Араканская площадка в районе селения Харахи 5 километров уже частично завершено. Думаю, что в этом году завершат. Автомобильная дорога Грозный-Ботлер, Хунзах от Чалдат до Арани завершен в 2023 году. Кроме того, в 2023 году то, что было запланировано, завершили мы проектирование
объектов, которых будем строить по возможности, начнем строительство в 2024, 2025, 2026 году. Это те объекты образования, те объекты ЖКХ, которые мы ранее тоже обсуждали. Вы все помните, что мы, когда готовили проектно-сметную документацию, мы это все озвучивали. Сегодня у нас завершено проектирование, имеется положительная экспертиза на школу селения Ахалчи 150 мест, школу селения Уркачина 50 мест, Амуши 150 мест, Бутра 100 мест, Батлаич 150 мест, селение Мочок 50 мест, и здание детского сада селения Хунзах на 200 мест. Эти все материалы, которые у нас уже готовы с положительным заключением. Точно так же есть у нас на 5 населенных пунктов готовые положительными заключениями. Экспертиза проектно-сметной документации полностью лежит. Батлаич, Хунзах, Арани, Гацалух и Узларосо. Водоснабжение и водоотведение. Поэтапно, если мы эти населенные пункты сейчас начнем, я думаю, что сейчас начинать проектно-сметную документацию дополнительных населенных пунктов смысла нет, потому что эти объекты пока не завершим. Проектно-сметная документация через 3 года теряет свою актуальность и приходится их переделать. Поэтому, когда мы эти проекты начнем, зайдем в строительство, тогда будем двигаться дальше на проектирование других населенных пунктов. Кроме этих объектов у нас идет и строительство инвестиционных проектов. Площадки инвестиционные, которые строятся на частные деньги. Завершено у нас строительство гостиницы и кафе в селении Цада. Туристическо-рекреационный комплекс «Матлас». Предполагается строительство гостиничных комплексов и ресторанов. Я думаю, сумма 200 миллионов, здесь написано, что окончательная сумма там должно быть больше. Ну, на сегодняшний день освоено более 60 миллионов рублей. Туристско-рекреационный комплекс «Эколенд», где планируется строительство гостиничных комплексов, коттеджей, ресторанов, национальной кухни, детских площадок. Все условия, которые могут создаваться, созданы на этом мероприятии, то есть на этом предприятии. Гостиничный комплекс «Журавли». Предполагает строительство гостиницы, бильярдной, теннисной зоны, а также кафе. Горный бутик-отель «Хунзах» предполагает строительство 5-звездочного отеля и ресторана на сумму более 100 миллионов рублей. Таких объектов у нас в районе в ближайшее время, я думаю, что будет очень много, и мы готовы привлекать инвестиции в наш район. Это рабочие места, это дополнительная заработная плата, это поступление налогов в бюджет, и это доход для нашего населения. Это та задача, которая стоит перед нами, одна из тех задач, которые стоят сегодня и в дальнейшем перед нами. Сельское хозяйство, когда говорят про сельское хозяйство, все начинают думать про колхозы, про прикутанные хозяйства. А само сельское хозяйство практически не означает, что только зоны отгонного животноводства должны заниматься сельским хозяйством. Сельским хозяйством должны заниматься все жители горных населенных пунктов, в том числе у нас. Раньше все знают, сколько у нас обрабатывалась земля, сколько садов у нас было. 2 завода у нас были на нашей территории. Консервных завода. Сегодня практически оба завода работают на 1-2% тех мощностей, которые были у нас в свое время. Почему? Потому что сельское хозяйство забросили мы. Все говорят, нерентабельно, невыгодно. А когда люди болеют онкологией, люди болеют чем попало, непонятно едой, которую мы кушаем, непонятным мясом, которое мы кушаем. Память у людей, она такая, в 90-х годах, когда нас кормили ножками больше, потом в 2000-х годах мы начали понимать, что нас травили этими ножками. Наверное, через лет 10-15 мы опять начнем понимать, что вот когда у нас будет свое собственное производство, это лучше этого для жителей сельских населенных пунктов, конечно, нету. То, что касается СПК, да, они у нас работают, у нас есть хорошие СПК,
есть не совсем хорошие, функционируют и отчитываются в форме коллективных государственных предприятий 119 хозяйств, в том числе 3 СПОК, 1 МОП, который будет ликвидирован в этом году, и 80 СПК, 35 КФХ индивидуальных предпринимателей. Вот те, которые у нас на 1 января 2024 года по всем отчетам хозяйств имеется 25 тысяч голов крупного рогатого скота и 200 тысяч голов мелкого рогатого скота. У нас в районе считается по отчетам. В этом году СПК «Знатные люди» Стела и Аконит приняли участие во всероссийской племенной выставке в городе Каспийске и заняли первые и вторые места по разным категориям племенных овец. И надо отметить, руководитель СПК «Знатные люди» был награжден автомобилем «Нива», который там же, прямо перед всей республикой, объявил, что этот автомобиль он передает участникам СВО. Я думаю, что в течение недели после получения он ее отвез и передал участникам. Это тоже, я думаю, что заслуга наших руководителей. Хорошими результатами в 2023 году могут похвастаться СПК «Красный партизан», «Знатные люди», Энгельса, Гацаловский, Орота, Стела, КФХ «Дайтбек», СПК «Аконит», Цикламен, ООО «Баракат», Сентох и ООО «Гацатель». И необходимо отметить, что все наши участники сельскохозяйственного производства, все предприятия, которые работают у нас в сельском хозяйстве, принимали участие в помощи участникам СВО. Мы дальше тоже затронем этот вопрос. Все, наверное, понимают, сколько помощи нам было оказано участникам СВО в той или иной форме. Во всех мероприятиях, которые проводятся у нас в районе, принимают активное участие. Есть вот те руководители СПК, которые мы сегодня озвучивали. Но в какой форме они работают, это, конечно, уже проблемные вопросы, которые у нас есть в сельхозпредприятиях. Жители нашего района не хотят работать, не хотят принимать участие в развитии нашего сельского хозяйства, сельхозпредприятий. Все говорят, что надо, но однако все люди, которые работают в сельскохозяйственных предприятиях, эти жители других районов, только не Хунзарского района, только не с нашего района. 1%, если будет, это хорошо. И другая проблема, над которой мы сегодня работаем, постановка на учет тех работников, которые работают сегодня в сельхозпроизводственных кооперативах или КФО, в сельском хозяйстве, которые работают. Очень мало людей, которые состоят на учете, и тем еще меньше, которые показывают заработную плату, которую они получают. Если этого всего не будет, конечно, у нас налоговая база будет меньше. И слабая материально-техническая база, но это частные хозяйства, которые должны заботиться о себе сами. Наша задача поддержать, помочь тем, чем можем. Всех сельхозпроизводителей мы будем поддерживать, мы будем помогать. Хотелось бы, чтобы в горной местности заработало сельское хозяйство. Оно сегодня актуально, прибыльно, люди работают. Почему-то мы, хунзарцы, пока ждем чего-то. Следующий вопрос, который нас больше всего волнует, это образование. Наверное, все понимают, здесь большинство участников сегодняшнего мероприятия тоже работники образовательной системы. Качественное современное образование – один из главных приоритетов. Образовательная сеть Хунзарского района представляет собой 81 образовательной организации, 19 средних школ, 7 основных школ и 12 начальных школ, 38 дошкольных образовательных организаций и 5 учреждений дополнительного образования. На душу населения, я думаю, что ни один район не сможет сравниться с нами по количеству образовательных учреждений. Есть населенные пункты, в которых жителей 3 раза больше, чем у нас, образовательных учреждений ровно 3 раза меньше, чем у нас. Количество образовательных учреждений у нас очень много. Очень много, и я думаю, что мы в ближайшее время создадим комиссию, общественную комиссию среди жителей Хунзарского района и будем думать, как улучшить вот эту систему образования в нашем районе.
В общеобразовательных учреждениях первую смену обучается 2985 учеников, и получается одна школа Оркачинская, 5 детей, которые занимаются у нас во вторую смену. Из общего количества учащихся детей-инвалидов 33 детей, которые занимаются на дому, получают домашнее обучение. Воспитанников дошкольных образовательных учреждений 1328 детей. Однако есть очередь, есть электронная очередь, в котором сегодня стоят в очереди еще 244 человека. Есть 244 человека очереди, есть садики, в которых еще 133 свободных места. Такие учреждения у нас тоже имеются. И что очень приятно обрадовало в этом году, в первый класс пошли учеников на 74 больше, чем в 2022 году. Есть надежда, что ежегодно прирост учеников будет больше. А с другой стороны, выпускники, которые сдают ОГЭ и ЕГЭ, с каждым годом все уменьшается. Если 3 года назад 153, по-моему, ученика были, которые сдавали ЕГЭ, в этом году будет 111. Имеется необходимость создания дополнительных мест в садиках с пристройками или со строительством в селении Орота. У нас проектно-сметная документация уже 2-й год находится на экспертизе. Я думаю, в этом году она выйдет. И начнем строительство. Надежда у нас есть по селению Орота. И хотя бы начать пристройку к садику селения Амуши. Тоже есть такая необходимость. И острая необходимость строительства детского садика мы уже прорабатываем 2-й год подряд в селении Накет Хунзалского района, в котором вообще нету садика. Есть дети, садика нету на сегодняшний день. И в населенных пунктах Гордколо, Сиух, Буцка, Мочох, Инчондор. Сиухский вопрос мы решили. В этих 4 населенных пунктах у нас детские садики остаются в арендованных помещениях, не очень отвечающих требованиям, которые сегодня нам предъявляются. В общем образовании качество — это не только качество процесса обучения, создания условий, но и результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, уровень социализации выпускников, их удовлетворенность процессом обучения. На что мы будем уделять особое внимание, до сих пор уделяем сейчас и будем уделять дальше. В Хунзалском районе в 2022-2023 году государственную итоговую аттестацию давали 356 учеников. ЕГЭ сдали 118, ОГЭ 238 учеников. Наивысшее количество баллов 89 по русскому языку набрала ученица Хунзалской СОШ-1 Рахматуллаева Багисултан Маратовна. По результатам ЕГЭ за 22-23 учебный год аттестат не получили 16 учеников, что составляет 13,5% против 16% прошлого года. 2,5% положительная динамика по республике. Если взять, конечно, по итогам государственной итоговой оценки мы заняли там 1-е место. В районе мы на 2,5% улучшили образовательный процесс. Но мы радуемся вот этим 2,5%, потому что у нас больше ничего нет. Очень много отрицательного. Если 16 человек из 118 не получают аттестат, я не думаю, что радоваться здесь очень много чему можно. Думаю, у нас есть над чем работать, есть чем заниматься дальше. И по результатам ГИА уже 2 года подряд хорошие результаты, 100% успеваемость которые показывают несколько образовательных учреждений. Ахалчинская СОЖ, Буцринская СОЖ, но здесь Новобуцринская написано, она идет как Буцринская СОЖ номер 2 тоже, Тагадинская СОЖ, Тлайловская, Харахинская и Харикалинская СОЖ. Показатели тоже, наверное, можно назвать все-таки относительными. Почему? Потому что если в какой-то из этих школ один выпускник
в другой школе 15-18 учеников или 20 учеников, выпускников. Эти показатели тоже нужно учитывать. Нельзя говорить, что Хунзарская школа, в котором если 15 выпускников, Залумхан Гасанович, если там 2 человека не получили аттестат, а в Тагадинской школе 1 выпускник, и он сдал, получается 100% их не сдал, а 25% этой школы не сдали. Это не совсем правильная постановка вопроса. И, наверное, при аттестации, при даче оценки нужно от той комиссии, которая у нас создана в районе, у нас в районе создана для оценки эффективности деятельности образовательных учреждений и стимулирования развития качества образования, проводим рейтинг образовательных учреждений, где вот эта комиссия, которая оценивает, наверное, им нужно все-таки учитывать нагрузку на учителей, будем так усредненно говорить, нагрузку на учителей, которые сегодня у нас имеются в больших школах, и нагрузку, которая имеется в маленьких школах. Ее сравнение в таком формате может быть не совсем правильным. Но рейтинговая комиссия дала, видимо, первое место и наивысший балл 1047 Ободинской СОЖ. А по рейтингу, который оценила наша комиссия в районе. Вот тот вопрос, который я говорил, что когда мы создадим комиссию, я думаю, там и будут и общественники, и представители образования, представители других служб и учреждений, которые будут давать оценку нашим учреждениям образования. Средняя нагрузка на одного педагога в Хунзарском районе 6 учеников. Это средняя нагрузка, потому что есть у нас учителя, школы, которые имеют нагрузку 13, по-моему, 18 учеников. Есть школы, которые на одного ученика даже единицы не получается. Учителей больше, чем учеников. У нас такие класс-комплекты тоже имеются. Один ученик и 3 учителя. Класс-комплект. Имеется необходимость, я раньше тоже говорил, создания новых дополнительных мест, где нужны нам садики, те населенные пункты, которые я уже говорил. Это обязательно нужно, чтобы и те дети не считали себя ущемленными, что могли. Дети сейчас, если не пойдут в садик, из садика дети должны приходить в школу уже готовые к образованию, которые умеют читать, писать умеют, там, считать умеют, даже некоторые еще на английском разговаривают в хороших садиках. Я думаю, что у нас таких садиков будет больше. Надежда у меня такая есть. И мечта есть. 23-й год тоже был тяжелым. Не только строительство, не только год Расула Гамзатова. Вот те люди, участники СВО, участники, те ребята, которые были мобилизованы из нашего района, хочу сказать слова благодарности. Вот я часто еще раз буду возвращаться к этому жителям и работникам, тем работникам, которые работают и в образовательной сфере, и в медицине, и в Министерстве труда и социального развития. Разницы нет всем, кто работает, кто получает заработную плату, которые перечислили однодневный заработок в фонд поддержки участников СВО. Для этого фонда специально у нас открытая карточка имеется. Ни один рубль с этого фонда, я практически их не вижу, я не стремлюсь к этому. Но есть вещи, которые мы обязаны делать. Более того, не все получается у нас делать через этот фонд. Очень много работы мы делаем от себя. Администрация как таковой возможности, может быть, на прямые затраты не имеет, но тем не менее какие-то вопросы мы должны решать и в этом направлении. Эти люди, которые сегодня принимают участие в специальной военной операции, это наши жители, это те люди, я уже каждый раз об этом говорю, это те люди, которые нам дают возможность сегодня вот так собираться здесь. К сожалению, не все вернулись у нас, не все возвращаются. Огромное спасибо родителям,
женам, вдовам, детям тех людей, которые дали жизнь за нас, за наше будущее. Об этом мы не должны никогда забывать. Мы почему-то первый месяц, день забываем, но я думаю, что пока мы здесь, мы не дадим забывать это все. Для оказания адресной помощи участникам специальной военной операции и членам семьи в районе создан штаб. Ну, бюджетные учреждения, которые перечислили однодневный заработок, я уже сказал, и не один раз это сделали. Я думаю, что это нам предстоит, и не один раз мы это будем делать, если нужно будет и дальше. Очень большую помощь оказывают наши меценаты. Наши меценаты, которые сейчас перечислять мы не в состоянии, слишком много у нас. Мы отдельно им дадим спасибо. На сайте я выложу все данные, кто нам помогает в этом направлении. В рамках добровольной благотворительной акции, организованной совместно с работниками, жителями и меценатами Хунзалского района, отправлен груз с гуманитарной помощью жителям ДНР и ЛНР. Не только военнослужащим, мы и туда отправляли помощь. Военнослужащим призваны на военную службу по мобилизации, и которые принимают участие в специальной военной операции на территории Украины. Все, наверное, знают, мы 1,5 тонны сушеного мяса отправили, почти 6 тысяч банок тушенки мы отправили туда. Это был тот период, когда очень многие отзывались об этом, когда начинался месяц уразы, первый год, когда не знали, что кушать, когда, может быть, и официально этих всех проблем не было, но неофициально все ребята, которые получали, давали нам обратную связь и благодарили за это все. Термобелье мы отправили, носки отправили, муку отправили, обувь отправили, воду 6-литровая бутылка, более 3000 бутылок, рис, макароны, чай, кофе, сахар, сигареты. И 2 раза мы отправили 2 машины УАЗики, которые помогли нам наши меценаты, которые в том числе вот именно по просьбе депутата 1 машину мы отправили и по просьбе самих участников СВО. Все это вы видели, все это мы выкладывали на телеграм-канале. Отдел образования, огромное спасибо педагогам, огромное спасибо учителям и родителям наших детей, которые собрали более 600 посылок, которые мы отправили участникам. И те письма, которые отправляют наши дети военнослужащим. Вот когда наш представитель Алибек Казанбиев здесь выступал, он вам даже рассказывал, насколько приятно было получить письмо и как это все вдохновляет наших солдат, которые принимают там участие, которые сидят. Но помощь, которую мы оказываем мобилизованным, вот по 10 тысяч рублей, которые, с тех денег, которые вы дали, у нас 49 человек сегодня мобилизованные. Каждому из них вот на первую необходимую помощь мы отдали по 10 тысяч рублей. Детям военнослужащих мы приобрели велосипеды на День детей. Это то, что мы в состоянии делать, мы то, что можем делать. Пытаемся как-то не оставлять этих людей по всем праздникам, посещать там. Некоторые думают, что мы как-то посетили их, ушли. Нет, конечно, мы хотим вопросы, которые у них есть, чтобы они нам задавали, чтобы мы могли решить их вопросы. Каждый день мы их видеть не можем, но по возможности мы стараемся посетить этих людей. Есть некоторые, которые за пределами республики, есть, которые за пределами района. Стараемся никого не упустить и поддерживать всех, кого можем. На конец октября СВО принимают участие 479 выходцев Хунзалского района. Я думаю, это очень большая цифра. Это для нас, для нашего района, это очень большая цифра. И в том числе из них 49 человек мобилизованных. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга различными государственными наградами, отмечено более 60 выходцев Хунзалского района. Здесь нужно отметить, когда говорят о помощи, в 2022 году мы приняли решение
с детей военнослужащих, принимающих участие в СВО, не брать родительский сбор в детских садах. Принимать их в детские садики, образовательные учреждения без очереди. Любого ребенка, который есть участника СВО, мы будем принимать в образовательное учреждение. Будет там место. Если не будет, мы сделаем дополнительные места для них. Если есть какая-то возможность, маломальски, которая от нас зависит, мы готовы принимать на работу до участников СВО, поддерживать их семьи. Всем тем, чем мы сможем. Я призываю всех жителей. Эти вопросы знают и главы сельских поселений, и все депутаты об этом знают. Об этом мы всегда говорим, мы будем говорить об этом, и это наша главная задача. Наша главная задача сегодня поддержать участников СВО, которые в тяжелых условиях принимают участие в этих мероприятиях. Что касается культуры, хочу сегодня поздравить с праздником, с Днем культуры работников культуры. В 2023 году очень много мероприятий провели работники отдела культуры. Огромное спасибо и коллективу отдела культуры, которые провели. Все знают, насколько была тяжелая подготовка и на 9 сентября, как частично получилось, частично не получилось это все сделать на журавлях. Кто-то говорит, нам повезло, кто-то говорит, не повезло. Мы бы это мероприятие там провели бы хорошо, если бы погодные условия дали бы нам это, но Всевышнему мы это указывать не можем. И на этой сцене мы первый раз 9 сентября показывали то произведение, которое было подготовлено этими работниками нашего отдела культуры. Я думаю, равнодушно смотреть на это мероприятие, конечно, было тяжело. Когда мы 4 ноября, как было обещано для жителей Хунзарского района, мы открыто провели это мероприятие на мемориальном комплексе «Белые журавли», показали возможности нашего комплекса «Журавли» и провели человек, который мог просто смотреть на это мероприятие, там было очень мало. Эмоций было очень много. Я думаю, такие мероприятия, патриотические, воспитательные мероприятия мы будем проводить на этом комплексе часто и много. Поэтому за организацию, и не только это было организовано, в образовательных учреждениях у нас, как год Расула Гамзатова, во всех образовательных учреждениях, садиках, школах провели мероприятия, во всех учреждениях провели мероприятия, в том числе администрации провели мероприятия. И здесь открытие года Расула Гамзатова, наверное, все помнят, как на хорошем уровне мы провели в республике, наверное, не отмечали так красиво, как мы ее отмечали в нашем районе. Мы обязаны были, как Расулу, дать такую дан памяти. И благодаря этим мероприятиям и про Хунзарский район очень много кто узнал. Я думаю, что и очень много детей получили положительный заряд от Расула. Выучив стихи, выучив там другие какие-то материалы про Расула. Думаю, что этот год для нас прошел с положительными эмоциями. И еще раз хочется сказать спасибо Владимиру Владимировичу, который объявил годом Расула Гамзатова, Сергею Алимовичу, который вот таким пристальным вниманием довел до конца все намеченные планы, которые было запланировано на 2023 год. Огромное спасибо нужно сказать здесь Абдулбадах Гаджиевич, который принял участие в этих мероприятиях и который довел начатое самим, будучи председателем правительства, дальше довел и сейчас помогает доводить те мероприятия, которые были запланированы и приняты тем приказом. Совместно были проведены мероприятия и с Министерством культуры, и с Республиканским домом народного творчества. Все организации, учреждения в республике, которые были, приезжали сюда, в том числе и народные депутаты, и Министерство молодежи, и Министерство образования, все приезжали в Хунзар. Мы со всеми здесь проводили это мероприятие, и все они были выставлены на сайте, на телеграм-каналах и других, вплоть до того, что РГВК и ГТРК это все показывали, наши мероприятия. И в 2023 году гордость
для нашего района стала модельная библиотека, которую мы открыли по национальному проекту «Культура». Вот здесь на втором этаже. Новая модельная библиотека района стала центром культурного досуга. Население обновлен и пополнен книжный фонд. За счет федеральных средств более 3000 экземпляров. Расширен спектр библиотечных услуг населению, что сделало библиотеку не только местом чтения и получения информации, но и местом общения, открытым для всех, где каждый участник может получить необходимую информацию. Новый уровень обслуживания читателей, пополнение фонда, современная техника, что вот самое главное, чему мы радуемся, та техника, которая сегодня есть у нас в нашей библиотеке, этому мы должны радоваться. Все, кто хочет, имеют право прийти, пользоваться этими компьютерами, теми правами, которые у нас есть. Все двигается вперед. Я думаю, что мы тоже должны потихоньку переходить и на чтение электронных книг. В 2023 году, до конца 2023 года, одна радость была волейбольной команды, детские волейбольные команды Хунзалского района, которые ежегодно занимали первые, вторые места, выезжали за пределы республики. Это очень хорошая заслуга наших тренеров, заслуга родителей, которые воспитывают своих детей. Но не было у нас других воспитанников, которые нас радовали. Сейчас у нас появились борцы, которые начали занимать призовые места, уже вышли за пределы республики, на СКФО вышли. Надеюсь на то, что в будущей пятилетке этих волейболистов догонят наши и борцы, и дзюдоисты, и другие спортсмены. Мы отдельно об этом будем говорить. Очень много у нас тренеров, нету практически неохваченных тренеров. Да, конечно, мы не можем, где 3 детей, поставить тренера. Школа, где 3 детей, поставить тренера, это, конечно, невозможно. Будем искать другие варианты стимулирования наших тренеров. Кто работает, будем стимулировать, кто не работает, будем убирать. Уже другого вопроса, варианта не осталось. У нас 5 лет, как мы этим всем занимаемся. 40 спортивных мероприятий провели мы в 2023 году в нашем районе. Это очень большой показатель. Я думаю, что если посчитать 40 мероприятий, чтобы готовить, еще нужно по 3 дня. Это 120 дней работы на каждое на спортивные мероприятия, которые мы потратили только среди наших жителей. Вот, и регби. Забыл сказать, все представители нашего района, которые участвуют в этой команде, их нужно отметить, обязательно нужно отметить, мы их отметим, этих всех спортсменов, и волейболистов, и тех ребят, которые занимаются регби. Наш представитель селения Ахалчи, который тренирует наших же детей, в том числе, уже 3-4 человека, которые получают зарплату и принимают участие в сборной команде республики по регби. 6 игроков выходцев Хунзалского района, селения Ахалчи. Здесь есть, которые несколько человек, которые Хатипов Магомед стал чемпионом России высшей лиги, Мухумар Расулов стал чемпионом России по ушу санда, чемпионом Республики Дагестан по вольной борьбе стал Исламудин Нурмагомедов, Мирза Ахмедов стал призером всероссийского турнира по вольной борьбе на призе Алданов Вараева. Загид Гайдаров стал чемпионом мира по боевому самбо. Гимбат Магомедов чемпион мира по ММА по версии... это что читать не получится. И Рамазан Гитинов стал трехкратным чемпионом мира по ММА. Таких спортсменов у нас очень много, но нам хочется, чтобы было побольше спортсменов за пределами, которые принимают участие в единоборствах, чтобы они были здесь у нас, в наших школах, они должны быть. И хотелось бы, чтобы родители больше внимания уделяли нашим детям, которые принимают участие в этих тренировочных процессах. Что касается туризма. Туризм в нашем районе, хотим мы этого или не хотим, он развивается довольно-таки хорошо. По туристическим меркам 5 лет или 3 года или 10 лет, которые мы занимаемся туризмом, это не возраст для такой отрасли.
И мы крепко занимаем, твердо занимаем 3-4 места по республике. Хотелось бы большего внимания, лучшего внимания, чтобы все люди понимали, насколько выгодно иметь туризм в районе. Вот те предприниматели, 170 человек, которые я сказал, это благодаря туризму. Благодаря туризму они зарегистрировались, они получают доход, и наш бюджет получает какой-то доход от этого туризма. Это благосостояние наших жителей. Это заработок для наших жителей. Благодаря Министерству туризма, вот мы знаем, и в 2022 году мы 600 метров поставили ограждение на каньоне Цолотл. В 2023 году поставили пешеходную дорожку, поставили, освещение сделали, каменную чашу благородили. Кто-то говорит, надо было, кто-то говорит, не надо было. Но всем угодить мы не можем. Если приезжает 200 тысяч туристов, конечно, 1000 из них будут довольны, 2000 будут недовольны. Но тем не менее мы стараемся делать все, чтобы наши туристы, которые приезжали сюда, получили здесь удовольствие, еще раз захотели приезжать сюда. Элементарную арифметику, которую я каждый раз привожу здесь, нетрудно считать. Если каждый турист оставит здесь 1000 рублей в нашем районе, если их приезжает, если в прошлом году приехали там 150-200 тысяч человек, посчитайте эти деньги, которые остаются у нас в районе. Это же не тяжело считать. Но, соответственно, пока мы не получаем налог от туристической деятельности, который, кроме проблем, которых у нас стало очень много, мы не получаем пока положительных результатов в наш бюджет. Здесь есть вопросы, связанные с Министерством труда и социального развития. У нас здесь есть специальный координатор, который обслуживает всех участников СВО. Все вопросы, которые связаны с участником СВО, очень много вопросов по Министерству труда я зачитывать мы не будем. Если какие-то вопросы будут, я думаю, что есть у нас кому отвечать. 2024 год у нас в России объявлен годом семьи. И наш район, он тоже не останется в стороне. Я думаю, что мы проведем несколько мероприятий в нашем районе, в котором я приглашаю вас принять участие. И вообще, семья – это ячейка наша, та ячейка, от которой образовывается государство. Если будет благополучие в семье, я думаю, что у нас будет благополучие в государстве. Основная задача жителей, чтобы были благополучными, хорошими семьями, чтобы были. И мероприятиях, которые мы будем проводить, я думаю, что примут участие все активисты нашего района. Очень много мероприятий мы проведем и с многодетными семьями, и с другими, которые есть у нас в районе. Те мероприятия, которые раньше, вот в коммунистические времена, наверное, все помнят, мама, папа, я и спортивная семья. А почему сейчас мы их не должны проводить? Сейчас тоже мы будем проводить в рамках этого года и другие мероприятия, которые мы должны проводить. Мы должны проводить для укрепления семей нашего района, нашей республики. А 2024 год в Хунзалском районе мы дополнительно уже озвучили, кто-то это знает, кто-то это не знает. В этом году получается 110 лет со дня рождения Шарудина Шамхалова. Наверное, это наше упущение, что не все знают, кто такой Шарудин Шамхалов. Это человек, который сделал очень много для нашей республики, для нашего района, оставил хороший след в республике. Если спросить у тех спортсменов, у тех людей, которые жили до нас, то есть в 70-х годах, они очень хорошо про него сказали бы. Человек железной воли, который, несмотря ни на что, делал все, чтобы улучшить благосостояние наших жителей. Очень сильно следил за спортсменами. Каждый день утром, когда наши спортсмены шли на прогулку на Тарки, он их встречал в 6 часов и смотрел, кто из них бегает, кто из них не бегает, кто занимается, кто не занимается. Человек, который был заинтересован во всем.
человек, оставивший след. Я думаю, что историю про него мы не будем рассказывать. Несколько мероприятий проведем, вплоть до того, что мы хотим провести мероприятия и на республиканском уровне. Потому что он деятель, общественный деятель, государственный деятель не только Хунзалского района. Он человек, который республиканского масштаба. 16 февраля многие, наверное, знают, в 2021 году мы заложили капсулу, парк афганцев. Тогда мы хотели построить. Мы ее построили, сперва хотели как чисто афганский парк, потом решили всем участникам, которые принимают участие во всех конфликтах, во всех войнах, которые принимают участие. Вот как сегодня объявили праздник воина-интернационалиста памяти, вот такая же память у нас будет в этом парке. 22 февраля мы собираемся открыть этот парк. Я надеюсь, у нас это получится. Мы сегодня вот основную стелу завершаем, гранитом обшиваем, там дальше будут надписи, и осталось буквально 2-3 дня, мы ее приведем в порядок и будем открывать этот парк. Я приглашаю вас всех принять участие, это наша память, это наш долг, принимать участие в таких мероприятиях. И сегодня то, что мы здесь проводим, вот отчет. С таким отчетом я буду ездить в каждое сельпоселение, каждый сельсовет, где имеются клубы, везде буду отчитываться, везде буду говорить это все, рассказывать, как нам получить информацию, что нам делать дальше. Потому что 5 лет назад, когда я только приступил к исполнению обязанностей, я ездил и принимал участие в сходах в каждом населенном пункте. Все обязательства, которые мы тогда брали на себя в 2018 году, я думаю, что практически все мы исполнили. Есть неисполненные, сейчас мы об этом будем говорить. Есть очень хорошо исполненные, есть вещи, которые мы не брали на себя, но все равно выполнили обязательства. Не все вопросы мы, сидя в кабинетах, можем знать, что там происходит, что там делается. Поэтому я решил с сегодняшнего дня по возможности ездить буду везде по всему району, и плюс, может быть, даже на следующей неделе поеду в зону отгонного животноводства. Очень много у нас проблем. Проблем в районе. Если мы, когда говорим, что что-то мы решили, решенные проблемы — это 10% тех проблем, которые у нас есть. Они, которые годами накапливались, их решать за один день, все проблемы, конечно, невозможно. Решать, если бы это можно было сделать, все проблемы решать разом или за 5 лет, мы бы жили уже в другом каком-то измерении, наверное, жили. Те вопросы, которые мы смогли решить, ремонты сделали в школах, садиках, дороги отремонтировали, перебои с электричеством устранились, может быть, не везде, но практически постарались создавать все условия для жителей нашего района. Водоснабжение мы плохо или хорошо наладили. Делается все возможное для нас. Вот благодаря вам, благодаря тем жителям, которые есть у нас в районе. Нерешенных проблем, конечно, много. Конечно, очень много вопросов, которые мы должны решать. Первый, основной вопрос, который мы должны решать — твердые коммунальные отходы. Проще говоря, вот вопрос мусора. Он по всей республике не решен. Он может быть где-то решен, где-то не решен, но у нас нет мусороперерабатывающих предприятий в республике. У нас как-то плохо или хорошо мы поставили хорошие контейнерные площадки у нас в районе. Хотя бы в тех местах, где мы можем... Это предварительно мы поставили, пробные они были 17 штук. Я думаю, в следующем году сделаем еще несколько. И так поэтапно будем переходить дальше. Но обидно бывает, когда вот такие красивые площадки, когда двери ломаются. Это же сделано, чтобы чистота была у нас в районе.
все обижаются, почему там Хунзаху много внимания уделяется. Конечно, Хунзах — это центр, надо понимать, все должны это понимать. Хунзах — это райцентр. Все люди, которые приезжают в район, в первую очередь они приезжают в Хунзах. И вся инфраструктура, которая должна идти с Хунзаха. Потом дальше мы поэтапно везде будем проходить. Надо отметить платежную способность жителей Хунзахского района. Обидно, конечно. Вот те женщины, которые убирают за нас этот мусор, те водители, которые вывозят этот мусор, те люди, которые работают в этой сфере, семья или хозяйство, будем так говорить, месяц, что такое 100 рублей? Что такое 100 рублей в месяц оплатить этим людям? Зарплату надо платить, машины надо ремонтировать, машины надо покупать, топливо надо покупать, все вопросы нужно создавать. Элементарный вопрос, пачку сигарет, которые покупают 100 рублей, люди не хотят отдавать, десятки раз заставляют приходить домой этих бедных женщин. Или то же самое за водоснабжение. Все хотят, чтобы вода была дома. Все хотят, чтобы канализация работала. Все хотят, чтобы отремонтировались эти трубы. А за счет чего? За счет чего мы должны ремонтировать эти все трубы, это все? Это же не такие большие деньги. Мы не берем несколько тысяч рублей, там, как в городах берут, там, в других местах берут. Хотя подорожало это все. Эта услуга, они платные. Вот эти женщины, которым я сегодня хочу поблагодарить, САХ, которые работают за нас. Огромное им спасибо за такую мизерную зарплату, которую они работают. И работают довольно-таки хорошо. Вот эти водители, которые круглосуточно работают. Всем легко бывает нам, где-то мусорный пакет валяется, в администрацию не звонят, сразу там на горячую линию или еще куда-то звонят, показывают негатив, создают негатив про наш район. Хотелось бы вот в сегодняшних таких мероприятиях, как мы сегодня здесь проводим, эти вопросы, чтобы обсуждались здесь, не вынося это все за рамки района. Не потому, что мы все можем делать или что-то, но в любом случае, как бы это все ни было, эти все бумаги приходят к нам. Все вопросы, которые вы задаете за пределом, они приходят к нам. С газоснабжением мы частично уже в этом году решили этот вопрос. Уже проектные документации завершаются по всем населенным пунктам. Ну, почему-то «Газпром» документы передали из республики, с республиканских программ на «Газпром», поэтому идет некоторая задержка. Сейчас будем смотреть, как можно этот вопрос улучшить. Да, есть вопросы с электричеством. Если раньше этого всего не было, больше 100 опор поменяли, я думаю, больше 500 килограммов, как они говорят, линий поменяли электричество. Какие-то положительные сдвиги есть. Есть руководитель РЭС, он вам сейчас очень хорошо скажет, почему у нас перебои с электричеством. Вот коротко, очень коротко я сегодня рассказал те достижения, те заслуги, которые мы с вами добились в 2023 году. Еще раз говорю, администрация этого делать не может. Одна администрация делать какую-то работу не может. Мы должны вместе с вами работать, мы должны вместе с вами вот те планы, которые мы сейчас наметим, и сегодня в том числе, и дальше, которые мы будем собирать одному главе или одной администрации, эти вопросы, конечно, невозможно решить. Я думаю, благодаря вам, благодаря помощи наших жителей, мы дальше нарастим то внимание, которое мы уделяем участникам СВО, родителям, детям. Ничего страшного нету. Если 480 человек, если поделить на 60 населенных пунктов, это практически немного. Это не очень много. На жителей, если поделить на 32 тысячи населения, немного. Нужно поддерживать, нужно помогать, нужно делать все, чтобы наши эти дети не почувствовали той утраты, наши эти родители, чтобы хотя бы на время могли забыть ту утрату, которую они понесли. Вдовы, которые получили эту утрату, чтобы они какое-то время хотя бы могли об этом забыть. И чтобы они почувствовали наше плечо, чтобы они почувствовали, что мы есть рядом. Им же много не нужно. Им немного нужно.
Им нужно хорошее слово, поддержка соседей, друзей, родственников, близких. Все бросить на администрацию, говорить, что делайте администрацию. Конечно, мы 50 человек, которые в администрации работают, охватить это все, конечно, мы не в состоянии. Без вашей помощи нам будет очень тяжело. Еще раз выражаю благодарность всем жителям за ту поддержку, которую вы оказали нам в 2023 году. Надеюсь, что и в 2024, 2025 и предстоящих годах у нас будет такое же взаимопонимание. Да, где-то мы ругаемся, где-то мы кричим, где-то мы что-то делаем, но это не потому, что мы вас не любим, потому что мы хотим, чтобы вот эти 2,5%, которые у нас есть сегодня плюсы, чтобы от 13% наоборот стало. Чтобы 13% был плюс, а 2,5% чтобы оставалось. Спасибо вам большое. Если есть вопросы, мы готовы отвечать на ваши вопросы. Прямое взаимодействие населения с органами власти позволяют оперативно решать вопросы в разных направлениях. Коллеги, далее у нас по программе панельная сессия. Я думаю, у участников есть что сказать. И слово прокурору Хунзасского района Рамазану Омаровичу Омарову. Уважаемые участники мероприятия сегодняшнего нашего, глава здесь сказал о той работе, которая проделана в районе. Многое сделано, не меньше еще предстоит, конечно же, сделать. Одно, что было отмечено, очень много жалоб. Вот мы сравниваем с другими районами, тоже Хунзасский район, очень много жалоб в нашем районе. Многие вопросы, которые где-то на уровне сельского поселения могут быть решены, часто выводят до уровня президента России. Конечно же, президент России, глава республики, они не в состоянии приехать сюда где-то рассматривать эти вопросы и оказывать вам помощь. Потому что, вы знаете, более 3 миллионов населения республики, население России 140 с лишним миллионов. Поэтому надо, чтобы все вопросы, которые возникают, прежде всего вы обращались в инстанции, которые здесь на уровне района существуют, функционируют. Если же вы здесь не находите решения этих вопросов, вот тогда уже можно и дальше обращаться, и в том числе жаловаться и на те структуры, которые, по вашему мнению, надлежащим образом не рассмотрели ваше обращение. Полностью и практически поддерживаю весь объемный доклад нашего главы Нурмагомеда Махсутаджиевича. Я, будучи на своих объектах здравоохранения нашего района, это ФАПы, это участковые больницы, это амбулатория наша, я видел эту красоту, которая в нашем районе, и дороги, и школы, и сады, и работники в этих учреждениях. Многое сделано. И сделана тоже система здравоохранения. За короткий период своего пребывания, конечно, у меня такого объемной информации нет, но хотел бы, конечно, в первую очередь, спасибо главе администрации, его заместителям, которые пристально, внимательно уделяют внимание, не щадя своим свободным временем, выходные, не выходные, они участвуют в организации системы здравоохранения. Лучше наших ФАПов нет. Предстоит еще лучшая работа. Это первичное звено, которое сегодня много делается для этого звена. Как будут работать наши ФАПы, будут первичные выявления наших злокачественных образований, на что сегодня и президент обратил внимание, год онкологии объявлен, и другие наши персональные дела. Есть задачи, которые перед нами поставлены, есть участие наше во всех федеральных программах. Это самая главная программа президентская, Владимир Владимирович и продолжил ее в этом году. Это программа «Национальный проект здравоохранения», модернизация первичного звена. Так как наш район сельский, и мы относимся полностью к этой программе, и делается очень многое. И в прошлом году, и в этом году есть обеспечение, материально-техническое обеспечение. У нас прекрасная больница. Самое прекрасное в этой больнице – это коллектив. Эти врачи,
средний медицинский персонал. Это младший медицинский персонал, хозяйственные работники. Его сохранить и организовать работу они умеют. Я им очень доволен. Ну, конечно, есть некоторые проблемы. Они решаемые проблемы. Мы знаем о них. И мы хотим, чтобы в нашем районе здравоохранение, медицина была на высшем уровне. Она и была всегда. Десятками лет. Хунзарская ЦРБ звучала как самое лучшее. И мы эту марку будем поддерживать. Конечно, есть вопросы, которые сию минуту невозможно решать. Это первая моя боль решения вопроса – это кадровый потенциал. Сегодня не хватает врачей, среднего персонала, слава богу, они есть. И в резерве есть. А вот те специалисты, узкие специалисты, которые сегодня отсутствуют, сказывается на обслуживании, на здоровье людей. Ехать в Махачкалу не у каждого есть возможность. И я надеюсь, что мы вот это вот врачебные кадры будем привлекать. Знаете, наверное, да, нет у нас онколога, нет у нас уролога, нет у нас эндокринолога. Вот это самые важные, которые, к сожалению, очень много на учете стоят по этим заболеваниям. Но мы эти вопросы уже решаем. Но решать одному главному врачу или министру, или главе района это невозможно. Есть такое платное профессиональное ориентирование. Это в первую очередь надо в семьях делать. Это нужно в школах, образовательных учреждениях делать. Без этого, конечно, мы, медицинской работе, будем своим примером показывать, что сегодня врачом работать, медицинским братом, сестрой работать, это престижно и очень приятно оказывать людям свою профессиональную помощь. Наш министр Татьяна Васильевна Беляева очень сильно внимание на обеспечение первичного звена вот этими узкими специалистами. Ну, конечно, нам надо самим их тоже ориентировать, готовить их, делать какие-то направления целевые. Другой человек сюда нам в район не приедет. Хотя есть программа «Земский врач», 1 миллион отдают врачу рублей. Но в любом случае нам с вами надо думать о своих кадрах. Мы должны их ориентировать, мы должны их готовить. Ну, еще вот Махсуд Гаджиевич сказал, что есть вопросы по зоне отгона животноводства. Они тоже наши люди. Я надеюсь, мы даже вместе с Махсудом Гаджиевичем туда попадем. Они находятся на землях Кумтаркалы, Кизилюртовский район, это Бабаюртовский район, Хасавюртовский район, наши фельдшерско-акушерские пункты. Работники там есть во всех ФАПах, они обслуживают это все, но когда мы связываем акушерская работа, наши беременные женщины, они уже в Хунзах приезжать им очень тяжело, сами понимаете, и скрининги, и обследования, и анализ, все они должны делать поближе. Но пока им отказывают, как-то они находят выход и в Махачкале, и Кизилюрт-Хазарёте. Ну, эту систему мы наладим. Без этого нельзя. И по этому вопросу и главе района есть письмо, обращение и ко мне, и министру. Мы все в курсе, это вопросы мы будем решать. И спасибо сказать, Махсуд Гаджиевич, вам лично, вашим заместителям, всей команде вашей. Хотел бы сельским нашим главам сказать за то внимание, которое они обращают на местах. Очень много вопросов они на местах решают, помогают нашим медицинским работникам. Надеюсь, и дальше мы будем продолжать. Депутатскому корпусу, особенно села Цада, которые помогали. Это было приятно, когда модульный ФАМ там устанавливали, такое внимание, такое вот наблюдение. Это было очень приятно, конечно. Спасибо огромное. Если есть вопросы, очень много вопросов решается в рабочем порядке. Все практически знают мой телефон, приходят, уходят. Но я надеюсь, что мы будем в контакте. Здравствуйте.
Ассаламу алейкум, Хундер Джамат, Казамбиева Ханика Алибековна. Добро пожаловать в наш Хунзарский район, в больницу Расул Магомедович. Очень приятно. И, пользуясь случаем, мне очень хотелось бы вам сказать, что вот я недавно была в вашем реанимационном отделении. У меня, к сожалению, там лежал отец. И хочу поблагодарить коллектив вашего этого отделения, потому что это было что-то из области фантастики. Пожалуйста, берегите это отделение. Вот этот средний медперсонал, который был высокий профессионализм. Очень люди, я уверена, что если из кого-то из этих девочек там лежал бы отец, они по-другому к нему бы не отнеслись. У вас прекрасный персонал, пользуйтесь этим, пожалуйста. И огромное спасибо. Я уверена, что у вас весь коллектив такой. Но с чем я сама столкнулась. Но то пожелание, которое есть, вот я знаю, что вы человек новый. Там есть здание вроде бы построено новое, но оно оставляет желать лучшего. Где-то оторваны, сорваны краны, где-то чего-то не функционирует в санитарных отделениях там. Но персонал у вас прекрасный. Спасибо большое. Спасибо огромное. Еще по поводу того, что Нурмагомед Максудгаджиевич, вы говорили о том, что вот о работниках САХа. Я сама была удивлена, только что поднималась с такой тщательностью. Там женщины подметали, правда, метла у них были, наверное, дореволюционные, но все производилось очень хорошо. Я была восхищена их работой. Но хочется отметить, у нас очень много сделано в районе. Я понимаю, что это не ваши детище, это было сделано до вашего прихода. Вот этот первый парк, который у нас около памятника, и этот же фонтан. Беда наша не в том, что мы что-то не делаем. Беда наша в том, что мы не умеем хранить то, что у нас есть. Где-то кирпичики валятся, где-то плитка зарастает травой, где-то фонтан не работает. Пожалуйста, уделите внимание вот этому. Спасибо огромное. Огромное спасибо за оценку работы наших работников. На самом деле, вот в реанимационном отделении там работают профессионалы. Прекрасные врачи, очень хорошие врачи. Поверьте мне, я во многих больницах был и работал, и стаж большой. Таких молодых и ответственных, и грамотных, профессиональных я не встречал. Я им полностью доверяю, и, конечно, мы сохраним. То, что есть, мы сохраним, будем примножать. Спасибо огромное. Ассаламу алейкум, джамаат. Алирачаран, президиум Киналго, Дун Таларчеватан, Дуну Харикум Русул, глава Сааду Угдейцар. От Сисабиз Вутлуму Махсуд Гаджич с выступления алсан. На самом деле, Амира Халт и Габумугу, Амира Халт и Тлюхуни Гибугу. Ну, Халт и Абизвутлани, Росу Труги, глава Цадак, депутат Алги, Росу Жаматки, Халт Ульюгуни, Бочлер Бак, Халт и Тлюн, Бочлер программа, до часу Таризвеула, Мирадаба Бихулюк, она месяц стиви программа Биги Хандждудин, один программу до Тлютлю изкани, Жамат Тлю, Кумек Варион Увак Удие. Удина Халт до часу Тарулюгуни, Жамаат Тлуги, глава Сиги, Кумек Хукун Ростал глава и района Сиги, Уди Кумек Хукун Голдасы, района Тлуга Халт Цебет Ола. О Рамазан Барыча Сабра Арзал Куалюк Инчугун, президента Цин Росу Тлуг глава Стаской Рача, Ножор Гуруги, проблемы Цехезивук Эне. Росу Тлуг глава Стилхази Тлачугун, он глава района Сухарзал Куазе. Рецала Сидир Росутлан Хедин Агжабуль Чайч, он батиба калбих хулюгу. Глава района все равно Ахизгахун Ростал глава следалха Абуль Дурани Санадин Жалаба Чумугин, опять-таки вопрос решата Вульчи, глава села Кола. Адама Дигарибугу, Хединан, то правильно кайдет, тлер маслахат албук ин халас, танди коли халас. Глава Гунгрекон, директор школы Грекон, заведующий садик Грекон, Ростал имам Гунгрекон, Халт Абулюгуни, Росул Халт Тлюна, Жодой Шибни Габич или Набул.
Ну шифха хабиле арзатлы керуллугуни анжи қори армяхлы көмекәтлі гратулечуни халт иги шифха бук инглава района сиги халт абиз желани бук уна ростайги бук унаро анжи киябиле диабиз бутлумугу Расул Магомедович сулақ қалсан Расул Магомедович буквально ватили игул хабгу моц ватили халт удуач онлалар диде ну шугу моц халт удуач аралса дирги соги лайк хайкар ну баркалт лезботлуму Расул Магомедович се соит эни проблем бук ани жер то Росул то фаб то место положение ге хейсон то фаб халд ремонт абиз ботлуму кан И вопрос контестас арагу Расул Магомедович сауна хорошо или же ваккизвач или не винабун. Ну дунук анханче ваккизвач айнабун тасвикилли молтайнан сокойк асанвачан жуил Расул шуну гил халт дугишилнан. Вач ан халабуна нижерени руги кинналгу учитывать геруна анжени буги положение алды ходит геуна жиндигу кварбак алсан көмек геабун исана программа алды то есть нижер капитальный ремонт ФАП Харикул Ростол ключитабуна элде шумбик хулюг Расул Магомедович сулбуги жиндиргу ответственность габулюга халтуды хулгибугу района больница гес эдинангу слик уровень алдгибачины бачуни гибугу эдингу акки дидоготлу университет акфапаслиги иниги эбгу ремонт абизибукини эслиги программа алот ключетабуна Расул Магомедович нижеросл жамаат алса кине зугдиргура қалсанги баркалаги бугудуи дальше нижглава бигин нижек бажарбак алсан анжи төги көмекәтле жамаатәтле көмекәтле районатле көмекәтле халт изругу иншалла Аллах кенету кабул баракатлек сашел так барк Расул Магомедович төги Бицунгюанан программа по федеральной программе обучению Гуаймера и Монталха. Выделяются миллионные деньги. И программа Исана на 24 год Бугугоц от больницы капитальный ремонт Азии. Харикулу практически новый ФАП он получится. Все здания Грогу благодаря Расулу Магомедовичу выделить он ниже. Они ебгихали шика халдука Грогу хени. Деньгу бук иню нижер ах киха хамиш большой хамушатило. Ваг ремонт практически начинается а на 25 год тоже планы есть, как они будут утверждены, конечно, мы информацию дадим. Все будет делаться в районе на благо людей. Материально-техническая база Расул Магомедович, она особо много вопросов не решает, если нету медицинских кадров. Если жака кям бицаны гишиб, если районолда уже бицаны абсад эндокринолог эче, зогицоги специалист эче, в больнице Тлуму, в таком хорошем качестве, который работает в больнице. Дирбугана предложение Нельцецо, по-моему, Магомед Шехалевич в 2021 году была группа школьников. А Бумбукана, которые приходили раз в неделю, там один раз в 2 недели, больница Алдиграджан. Почему? Все родители приходят, выпускникам просят целевое направление в мединститут. Зачем целевое направление, когда можно с 7 класса детей один раз в неделю или там 2 раза в неделю, один раз в 2 недели привести в больницу и показать им, что это такое, что из него получится. Из 20-30 человек хотя бы 10 могут стать хорошими врачами, хорошими специалистами. Они возьмут это для себя, кто-то не возьмет, кто-то возьмет. Поэтому я думаю, надо этот вопрос как-то надо решить или через отдел образования, или просто через родительские комитеты. Как мы это будем делать? Хотите факультативно, хотите у нас 5-дневный рабочий день, давайте в субботу такую группу создадим. В субботу они будут приезжать в больницу, целый день будут ходить и учиться чему-то научиться. Если 20 человек мы сегодня наберем, к концу учебы, может быть, через 5 лет, 5 человек останутся, но зато хорошие специалисты станут. У меня такое предложение есть, не знаю, если родители поддержат. Хорошее предложение, Магомед Махсудович. Это практикуется во многих лечебных учреждениях, особенно первичного звена в сельских районах. Вот так надо готовить. Правильное предложение, мы это поддержим, мы отработаем этот вопрос, как организовать.
Ну, я думаю, что это у нас будет хорошая школа. Ассаламу алейкум, хондар джамаат. Дон Абдулхалик Хажид, Анус, глава сельсовет. Махсуд Гаджиевич, доца ара срока лаура дур командашки хаура халт рицана. Туи хаура халт охки дур командаш хаура халт охки тлер район луг джамаат хаура халт охки. Анус хаура халт охки дой кудия баркала. خادوس سروكال ده حالت زي دويجي دور كمان ده تلاقي غلاوة زي ديبوتات زي قوة تلاقي ساحلي تلاقي بركات تلاقي زيجي هنين تلاقي غلاوة راتشكي يوغي شلول أنو سيبوغي أنتي يوغو فابا شلول رسول مقامي دو چستا گيتال مخصوص قد جيوش دو گيتال ريشخان до 2017 года Бара прекрасный фапого, хонзаски се Бара уже тлюем макаржуэль азбеула, то секин документал данды кеч угуйлан хебжот тлюем макунар гого дон минздравал диги, анадицмин имуществовал диги, письмо хана правительствовал диги, письмо хана шо халайт лунги фапра хеч угу рейску хечу. Расул Мухаммаду частовых хуматерин жерцов хапашло боги состояние. Умозол зан колхоз лук арцо отлер огой боги багогой. Анжи киян ванеге тлер хондрил Масуд Гаджиевич сул команда ки Расул Мухаммаду чудоцаги баркомеке искел ханжи рахизи. Баркалахи вопрос нетлеца Эмир обговорит кигоном нежедал хала куди росу танус Эмир чиоги Уаба Мугхеб ФАП по какой-то программе Дидхалару, но не запустили. Практически 95% готовности Богивагаха. Анжелту вопрос Руха пока разрабатывается, выносится на министра, потом Центр системы развития здравоохранения Республики Дагестан обрабатывает твою логу, иншаллах, Исхану сонатли тлеца хебжо твали колха дида. Твали чунц и базел чиер. Они вопрос, почему пока тут суалтлил действительно из зала, почему в парк перед Домом культуры фонари не горят. Сейчас по программе, республиканской программе уже 35 миллионов, по-моему, деньги выделили. А ранним кольцовался до кладбища по центральной трассе будут меняться все фонари со столбами вместе. Будут современные столбы. И эти фонари дополнительно, которые там высвобождаются, мы будем ставить во всех местах, где будет такая необходимость. Просто двойную работу делать сейчас. Они уже приходили, хотели рачунука на гол халти авизи, но жака метра рад сурурабакалда ол жалкезикан жанр направлял шалгачом, потом через месяц, чтобы они кривее стали, это, наверное, не совсем правильно. Что касается другого парка, другой парк до моего прихода он был отремонтирован. Потом пришли ко мне, просили деньги, я сказал, денег не дам. Я сказал, денег не дам, почему? Потому что парк в том плане, который он должен был работать, он не работал. Он и сейчас не работает, он не соответствует тем требованиям, которые я предъявляю к этому парку. Есть такая программа местной инициативы Хукумат открыла Арац, но там должно быть софинансирование с меценатов. От жителя Осадлы Цавулю 2 раза участвовала Хунзарская сельская администрация в этой программе, оба раза из-за отсутствия денег, из-за маленького количества спонсорской меценатской помощи они не прошли. Если в следующем году мы чуть больше сможем поднять, мы ее сделаем. Мы сейчас хотим довести до ума парк участникам Великой Отечественной войны. Он в плохом состоянии у нас. Поэтому я думаю, что поэтапно все сразу не получается. И все не успеваем. Надо все поэтапно делать. Район Служамат. Благодарен, что пригласили на это мероприятие сегодняшнее руководство района Масуду Гаджиевичу, руководителям. В этот год, 23-й год, я имею в виду, был, конечно, очень тяжелый, да, и для нас, для энергетиков. А Адамал, конечно, жаловаться напряжение, что низкое есть. Часто только Соню или Амбугу едино
Ну, чем, конечно, в городе, в Махачкале и других низменных городов, Хунзак район, Дицайла намного лучше. И с отключением только, когда стихийные ветра, снег, дождь, только тогда бывает у нас, когда аварийные отключения. Максимально, вот я лично с каждым главой сельского поселения, мой номер есть, кто бы ни звонил, поднимаю телефон. Оперативно, в течение там 2 часов, 3 часов, бывает и опора поломанная, где-то что-то найти не можем. Максимально стараемся включить свет для нашего района. В 2024 году есть плановые работы, которые предстоят в этом году. Вот 4-й фидер есть села, буду я говорить по-технически. Буцра, Уркачи, Как и Харикуло. Это у нас есть, где часто бывает наверху отключение, и Гацатель. Самые первые места занимает в районе отключения. Из них Гацатель, как мы ремонт сделали максимально, за Гацателем даже можно сказать, вот Уздалосук, Ахикал и Тагада, они сметную документацию готовятся, будем подключать с Карадаха. Уркачи, Пуцрак, будем реконструкцию сделать, документация идет сметная, мы ждем окончательной экспертизы. Россети будет в этом году заниматься этим. Максимально будет вот напряжение Ахалчи и до президента доходит, и до республики головы, а потом вот Масуд Гаджиев тоже в курсе этого, и прокурор в курсе Рамазан Амарович. Очень жалоб с этого села. Но в сегодняшний день вот каждая глава приходит, говорит, напряжения не хватает, и житель любого села. Вот они не знают, планы раздают, начинают строить, сами, линию тянут как-то худо-бедно. А потом говорят, у нас напряжения нету. Ну, надо же знать, что когда село увеличивается, поток туристов есть у нас, строится как-то что-то, благоустроить дорогу должны, электричество должны сделать, а не главы сельского поселения. Вот я еще раз говорю. Но некоторые, конечно, не понимают это и начинают, вы должны сделать. Это не так, чтобы знали все. И еще в этом году вот Харахинская зона, мы трансформатор перекинули туда, там регулятор напряжения не работал, будем устанавливать март, ну планируем апрель месяц, чтобы не было проблем с этим тоже в этом участке. Ассаламу алейкум, Хунзак район Ашл Джамаат, Адила Джарахалбал, Туно глава администрации Итинрук Анигик и Гуросуна, дицуправлятор Юги администрация Лортле, Амишта Жалатлури. В первую очередь, Далда Масуд Гаджиевич сейчас отчет дал, Хесит ледет могут Акудия Баркала. А кандидат он, Ани Хунзак район алды, кандидат Угилигиам, тот сене жедуи Хулиаху Ана. Вачар Мехал, ну, Итин Росут собрание хозяин Кингурун Канечи Тиншулай Сохава, Зорукана Хагичон Данди Леолия Хала. Если Нигеру ал вопросу ана Итин Росай он окол митлес он аснахи Росут Джитон гуд Салма Ханч аснахи. Хеб окол митлес он аснахи Совет Хукумат Бихара Россия создавать аснахи Нигеру Росут Шипер Хисарайс хал ему инжо. Но если суал туре халит ин росади внимание унишилоре халда эсвогила он Нижер божи тибук инжо хелди. Вид арайцана нишугу соналжани Нижеда бихана ин росайги кудиалги проблемайги цогидаги хестари шхулироги.
Эцинги дун халт удоч араснаахи хени росат лизан фига халт айги хона сел бутболги ачана водопроводалги цогида гелди внимание геона но эл нигер проблема шезахаэл видин кумека аяши эсула катланте масуга жойту гудия баркалого чини нигер жамаат артула катлан но цоцучу она дун нислик огилжитон хамаду хал شونو قندی کاری چیلان دون he principal da کنچگورو در کودیا هریوگو خارخی участка لورا قطلانسه نجر خارخی участка دا آن چه زپروکا گاز ازیگی هاگه اونام بنزین ازیگی هوگوی اونام مکارا هاگه قنبالیو شوگان تلموت کین سوندا بان خود اوموگی تینگی کیسم پرابلم روگیانی وطلیلا مکارا دون ماشین کدوی چیوگو مادو ها ماشین کدوی چیوگو این خوی ای حالی توقی خودویلو آدمال گازی داگی کدو کی اینی کدا دا کین اینی اوگی تو هی واپروس کی تودا اسکوریتون ریشاتونان بطلیلا مکارا سوگیگیش دیگر شوگو رستالبوگی پرابلم اوگو یوسف دیگر اوباسانچه اینی اوگو نوخ قاچالی اوگو ابساعتال جانجیشخا هاگا نوخ و بعرت کرسالا کی نوچستا هاگا بورتلی خواره خالدو نوجور هادا شواب گروسوتلی اونی لینیا اینی اوگاسه بوسون ихуанigi арчалгишун дивотлумогу дуй как руководитель хисалта нижер ва ахатлат ади хасат кего километра ниги манзилалда колиати лагаб линия со километра линги дур хагаб линия қолтула со хагалда тахалт айхонани хагал нохал ачалалди дур цониги хуйги цониги кварги ва ходулар е вопрос алт аги мон халт анани синги ожохонани ботлиламу арцол квелагари айлалди Баркал ножуя оге халатойно. Мохаммад дица притление ритлон ки атлан бакхзбе хулели согласовать он агабну хотлат адибач он цел меситла ага адицази бугу проект ожохан. Халас коматен бишайт шоматен тлеценисан кезиле. Техника ки ускояч они обслуживание лиг бихая бак ов. Заправка вопрос не хидал тала кинабугали оба документально оформить кабичку жаквала жаны заправка бигричан кино участа бихана махачкал да заправка то заправка завалена адамази конечно проблема бе либерал шугар либерал митлко жертва чанал ругзалри хана цимиток да сувал амирал кана един зал оба богара заправка хан об халт звичачун жака уже харахи глава бихи завон участок земельный участок бихи завон оба Буйняк сказал, что уже батюм контейнерная заправка буквально в течение месяца документальный вопрос кинам го шлюзи гавон, леза ласкому денрак алдабуго, начиная с газовой, потом дальше и остальные тоже. Этот вопрос уже на стадии решения. Я думаю, что в ближайшее время эмоции держания этот вопрос решится. Даже уже в лезе в ближайшее время мы ее привезем, установим, чтобы люди знали, что она будет там. Добрый день, уважаемый Нурмагомед Максут Гаджиевич, все участники сегодняшнего мероприятия. Я сейчас хотела бы чуть обобщенно сказать вот про медицинский кружок, про который вы говорили. Этот кружок у нас функционировал в течение 2 лет. Вела этот кружок я. Было очень много участников этого кружка, были школьники со всего района. Вот только с Харахинской зоны там не было детей. Гацатлинская зона приезжала из Хунзарского плата. Приезжали школьники, в основном были 9-11 класс. Но дети приезжали с удовольствием, участвовали в этом кружке, у них было очень большое желание. Но единственная проблема была в том, что у них занятия заканчивались в 2 часа, и добираться до больницы, там где-то у них уходило час, и к 3 часам они приезжали в больницу. А в 3 часа уже у нас отделение как бы идет тихий час, и процедуры все заканчиваются к этому времени. И поэтому я вела этот кружок в кабинетах поликлиники, вот учила всему. Ну, этот кружок функционировал, и выпускники вот этого кружка, можно сказать, они пошли уже дальше тоже в медицину. И сейчас они учатся и в университетах, и в медучилищах. Но у них было такое желание. Но единственная вот проблема с транспортом у них была. Вот как их сюда доставлять, и вот это время как-то не подходило. Да, я же поэтому Джабарат сказал спасибо. Я знаю, что бескорыстно вы ввели это мероприятие, без оплаты, без дополнительной оплаты.
чисто ради наших детей. Но сейчас у нас после занятий вообще нет времени. У нас пятидневная, мы перешли на пятидневку, дети допоздна остаются в школе. А суббота у них свободный день. Суббота вот те дети, которые планируют поступать в мединститут, я думаю, мединститут или медучилище, они не обязательно 9-11 класс как раз таки самые занятые. Если они с 7 класса начнут, и будут идти дальше. Они до 9 класса сперва должны выбрать для себя профессию, будут они медиками или не станут. Они вот с 7-9 класс могут это сделать. И будет лучше, наверное, если они в субботу придут, с 9 до 12 часов процедуры посмотрят, саму больницу посмотрят и какие-то выводы для себя сделают. А потом, если кто из них дальше собирается, мы уже посмотрим, когда в старшую группу они перейдут. Ну да. В субботу я найду для них время. У нас есть программа для этого кружка готовая. Это ну, можно, дальше, я думаю, когда... Только вопрос. Доктор Табул Исов. Республикалды глава сухи шара қарачагин жирос оған озросла некеле халакиназдыго хеп қайсыл айбигине келе халакиназдыго жарча спецунгиго трансфронт бу ханани 30 число 30 число трансфронт бу хармахат қалхамдун тогол бале ранчорит унчайк ел қалхан ранчо сабал қалюсуп қалхан юсуп жубалин шал маскол гинон Элдас хаду тогол наху галхармахат сабу қал дежугал телефон коде босчу Хамза тискамна энери чайритун абсадан кулалар сугиба ал бригада алгинаван هم خیلی آدماتی قام بگنیم هب الچوی باج انشالله حیوا خلاص خد باج انتراسم تبیخونا هلت سیتراسم رو حرم خیلی تهاده بله شکل ایسای اسپوزم لما آنها تراسم تبیسیگی تو کشوگی وفرس رو گورا تو کل چاس پسند اوله أحشنا قرود لا تقول خلاص قلت لي بيقول بحلوقي لا هو بيقول دي سراق خون غلاس قري خون صورات هجرو أنا دهن يهربا خرجوا والحبوب سراق خون كلو كلاجون داندريم جيمون كارالجون رجوا يحصل تقول problem يجي هباك على ريمونت حبيزة إنسانا يحصل شو دالده هبجوا شو project اسمه تجي تيجي كمان بيخبه يشوف دي كلام полностью был нутрисальский кварал хубахи сизе бжор кумек абун жау фани бок лан проблем асбакис решил проблему решили трансмод куна все халт улгугу нормально насчет зелен кавазуги насчет хелуга фосалги сомовать ах хлецев харби сан бихиз гавуна баркала нурхан масуга жуч динос тарыгы снак жирос фан коменчо хел энд асрар мина дурач нарар мина гано кошу мина хебал токбач анах дисарис гано юсуф але хажал шо парада кабис конкретса хасил шулалди эле нурхан масуга жус комек алшон исан жер тез зона гишло ана гейм план гишло ана разбика ярон эхло зелен кагол администрация распоряжение ярон ужрит университет валталды хеле жам хадам зелен кекежруго иншаллах الحال يجي до конца лхаки баркала главврач Спаркала, прокурор Рамазан Амарович Спаркала, если реально хавали поддержки, халт и киножал. Хеп только халт из самодели газ гечу пока нажироба внутри сельский хубал хисис кварахис куль халуго необходимо срочно. Ассаламу алейкум, добрый день, уважаемые жители Хунзарского района. На сегодняшний день в Хунзарском районе социальной сфере занимаются 3 подведомственных учреждения Министерства труда и социального развития Республики Дагестан. Центр занятости населения и комплексный центр социального обслуживания населения. Основные задачи УСЗН это является обеспечение в пределах своих полномочий государственных гарантий, осуществляет обязательные выплаты для ряда категорий действующим законодательством. Центр занятости населения это учреждение, которое занимается трудоустройством безработных граждан и помогает работодателям найти сотрудников. За 2023 год Центром занятости населения проведена следующая работа. На заявление вакансий при содействии Центра трудоустроено 43 безработных граждан. И при содействии Центра трудоустроено за 2023 год 330 человек. Пособие по безработице за 2023 год выплачено полностью. Задолженности по выплатам не имеются. Также комплексный центр социального обслуживания осуществляет социальное обслуживание граждан, проживающих в Хунзарском районе. Центр предоставляет различные социальные услуги и поддержку населению, особенно тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. Так, в 2023 году услугами отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов воспользовались 1091
человек. Отделением социального обслуживания детей и семей с детьми за 2023 год воспользовались 650 детей. Также центром была оказана материальная помощь жителям района на сумму 124 тысячи рублей. Центр также успешно продолжает реализацию проекта «Старшее поколение нацпроекта демографии». Это мероприятие по доставке лиц старше 65 лет в медицинские организации для прохождения медицинского обследования. Также хотелось бы отметить, что в конце 2023 года у нас в Хунзарском районе начал свою работу социальный координатор. Задача социального координатора – это сопровождение участников СВО и членов их семей, получение всей необходимой помощи. Просто в последнее время много вопросов бывает насчет там всяких выплат и так далее. Вот по всем вопросам вы можете к ней обратиться. Она находится в нашем центре. В целях обеспечения информации в сфере социального обслуживания в учреждении действует телефон горячей линии. Также ведется работа в районной газете «Сельский труженик». Так что, уважаемые жители Хунзарского района, по всем интересующим вопросам, в свободное время вы можете к нам позвонить или подойти. Мы с удовольствием вам поможем, подскажем, что как. Всем спасибо, здоровья и долгих лет жизни. Баркалла. По тем вопросам, когда анализируешь это все, в 2018 году, я помню, перед этим же залом, когда я выступал, первый раз, когда пришел еще до отчета, мне сказали, Хунзах-Арани дорогу не сделали 20 лет. Она была в таком ужасном состоянии, ездить по нему невозможно. Они сказали мне, сделайте эту дорогу, нам больше ничего не надо. У нас человеческая натура такая, сегодня дорога, завтра электричество, потом вода, потом газ, потом это все проблемы. Все проблемы, которые мы сегодня озвучиваем, они есть в большей степени по всей республике. Очень много проблем с твердыми коммунальными отходами по республике. Очень много проблем с водоснабжением в республике. Очень много проблем, то, что у нас здесь там у Здоровья один-два этих инцидента, которые были. Кроме этого, таких экстренных отключений у нас нет. Более того, хочу сказать, мы всегда ругаем дорожную службу. Когда вот последняя чрезвычайная ситуация, можно было тот день объявить, когда эта ситуация была, 2 суток у нас не было населенного пункта, куда машина не ехала. Да, первые сутки 99, один Уркаджи, по-моему, остался на второй день. Остальные все населенные пункты мы могли ездить. Плохо или хорошо заезжать. Условия создаются у нас. У нас есть возможность, у нас идет эта работа, но 100% делать ее мы не можем. Не в состоянии мы это делать. 100% поменять образование, 100% поменять дороги, 100% поменять линии электропередач, которые у нас в районе с 60-х, 80-х годов никто не трогал. Поэтому я думаю, что та работа, которая делается, огромное спасибо всем жителям. Еще раз говорю, за понимание, за терпение, за то, что вы с пониманием относитесь к тому, что мы делаем. И в завершение хочу сказать, я упустил, наверное, у нас 15-17 марта будут выборы президента Российской Федерации. Голосовать каждый человек обязан. За кого хотите. Всего 4 кандидата, выбирать из них кого хотите, никаких проблем нет. Абсолютно никаких проблем. За кого хотите, голосуйте против всех, голосуйте за всех, но на выборы приходить надо. Это наша жизнь. Мы должны заботиться о своем будущем. Мы должны участвовать в выборах и принимать это решение. Потом, чтобы мы не говорили, этого я не выбирал, того я не хотел, это не так было. Мы должны... Это право каждого человека, и он должен воспользоваться этим правом, конституционным данным правом каждому гражданину. Специально сделали 3 дня, чтобы каждый человек мог решать свои проблемы и приходить на выборы. Приходите на выборы. Ассаламу алейкум, хундр джамаат. Дит отсисир галбот мубаркалт леди жакани рак аршин чаазей жудурго буги халтагитон анирач арсук. شاش يقول نتلت كابينت الطور سؤال كابينت الجان خود إزبي الله هاني بعدما ديران طور سؤال موج طول سؤال سوداني تسيع باج إنبي الله ندير سؤال لقو إذا عن لقو نعمل بتسينا راني إذا عن لقو أنا راسل صار سؤال هبقو شلقي هبقو غازة سوقي هبقو توكر سوقي
نو دي الحالة دي بطمان عايزي تسودا كمين كي لهبرا قتلان شيرجي غازا سوكتوكا سوكينا شاقولت رأيونا ده خندونو قوا قطع دوتشي نتلر رأيونا ده قبيخ حالت أبيز باجار وارلان شانو بيت سونجيون ماسود قجيوز ماسود قجيوشس إيه دير سوال بقو ميديسينا سوقتلان إذا عن سيسيا دقي رور خنجروك عندي تسأل سوال تقول سيسيو نيجر كونتركالينسكي كيزيرتوسكي خسيرتوسكي زونا دا سوداني كيشيك بوكو شاغور نوي كيشانغي شولا سنجي حبابيرتسكي زونا سودا ناقكموغو ميديسينا سوقتلان جي شولكوميك سكوري احنا نجي بابارتل سكوري باجونا روزال مش كيزيرتل دروغينا كيزيرتل احنا كيزيرتل تعال مش بابارتل كلنا إيه نجد سببك أنا وبا بريدوجنا أمبولاتوريا جو منستيرство самбоги озул жудорго специалист гирук ана жудорго бизни бригада врача гирук ана проблема бук инжосол цоцу района руководитель зади ам хаж жудорго халду хаж население жудот обслуживает линау хидим бихура ал хайм но хаб саатил нижер губа хеч ухайли كميك ميتين وقت لان شوري هم ساعات البوكو سرزاتي لان تاق ناغورس كوكو في الشرطة شاي قلتو ديسبانسرزاتي هي جاقة إني كله كيزلير تلدي ديتسكي بوكو بزروستي روكا أناليزات لازم أناليزات لازم غير أريخ الله إيش وانت أنتقول غوي شوارا أوشير دلوك أنا توقعت أولاروك إيال قوس قديرة قنيزك أولارو Баркала Мохаммад, да, обсудить дамга нежице буквально в течение недели, 2 недель будем его коллегия при министре. Там будут все специалисты республиканские. Там мы этот вопрос озвучим. Шуки, важные биоли, шуки принимать давляли. Если экстренный случай, Кизилюртал, Кизилюртовский район. Нельзя даже более того, Бичунimгана может быть для Хунзалского района какой-то пункт амбулаторный сделать центральный, где будет 2-3 врача. Ну, посмотрим, что можно делать, как можно решить. Или вопросом Нижер уже контролировал Доросуного. По возможности будем решать все вопросы. Но, если Кирего специалистам Нетлер Ругичнал Анцелешу Кого хозяйства Тум Бажарларуха, это где-то Аскуаску Ругильчай, объединить Керум, где-то что-то будем решать, как возможно. Уважаемые участники панельной сессии, начинается церемония награждения отличившихся по итогам 2023 года, которые внесли свой значительный вклад в развитие Хунзахского района. Для церемонии приглашается глава района Нурмагомед Максут Гаджиевич Задиев. Администрация муниципального района Хунзахский район награждает почетной грамотой Амар Гаджиеву Хатимат Магомедовну, заместителя секретаря сельсовет Хунзахский, за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципальных образований сельского поселения. Почетной грамотой награждается Алисултанова Зарема Алисултановна. Администрация Хунзахского района награждает почетной грамотой Амирову Умайганат Гаджиевну, заместителя секретаря сельского поселения сельсовет Гацатлинский. Грамотой награждается Муминов Магомед Муминович, главный специалист по земельным вопросам муниципального района Хунзахский район. Грамотой награждается Мухумаев Мурад Исмаилович, главный специалист отдела образования муниципального района Хунзахский район. Администрация Хунзахского района благодарит Мусаеву Шакупат Амаровну, специалиста по социальной работе КЦСОН в муниципальном районе Хунзахский район. Благодарность выражается Абуталибовой Асият Гасановне, работнику САХ благоустройства. Благодарность выражается Амаровой Салихат Камиловне, работнику САХ благоустройства. Администрация Хунзахского района благодарит Нажмудинову Патимат Алиевну, работника САХ благоустройства. Администрация Хунзахского района выражает благодарность Мухуевой Лаюзе Абдулаевне.
Выражается благодарность Алхасову Заирбегу Малаевичу, работнику МКУ отдела АХО Хунзасского района. Друзья, наша главная задача на сегодня – продолжать решать социальные проблемы населения, обеспечить дальнейшее комплексное социально-экономическое развитие Хунзасского района. Хочу поблагодарить всех глав сельских поселений, участников панельной сессии, депутатов и жителей района за активную жизненную позицию, за открытость, за экологичные вопросы, за сотрудничество, за поддержку наших планов. Благодарю вас за внимание и до новых встреч.